Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Спустя 25 лет после гибели в Парке Славы состоялось перезахоронение героя Абхазии Ирины Гоцеридзе. Обсудили повестку очередного раунда. Глава МИД Абхазии встретился с сопредседателями женевских дискуссий. Проблема решена. В селе Яштхо возобновлена подача воды. Начнем выпуск с рубрики «Ко Дню Победы». В эти дни 25 лет назад. 20 сентября 1993 года на Восточном фронте освобождено село Ахалдаба Чемчирского района. Установлен контроль над участком трассы от села Лашкиндар до Кадорского моста. На Западном фронте молниеносной атакой наши бойцы выбили противника из первого 16-этажного здания на въезде в город Сухум. Чуть позже была освобождена и вторая 16-этажка. Освобождена правая часть сел Гума и Нижняя Яштхва. Подразделения абхазской армии с боями вышли к Сухумскому интернату. После тяжелых боев освобождена гора Гварда. Абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума. Ответа не последовало. Грузинская сторона отказывается от подписания соглашения, предложенного 19 сентября в Сочи. Сегодня в Парке Славы в Сухуме были перезахоронены останки героя Абхазии Ирины Гоцеридзе, ее матери Таисии Федоровне Гоцеридзе, в которой уже раз пришлось оплакивать свою дочь. В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие президент Республики Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, члены правительства, общественность. Репортаж Ирины Аршба. Ирина Гоцеридзе, медсестра абхазской армии, герой Абхазии, пропала без вести во время мартовского наступления 1993 года. Позже стало известно о ее гибели. После войны, опознав ее среди эксгумированных тел в районе республиканской больницы, родные похоронили Ирину в Парке Славы в Сухуме. Как потом выяснилось, они ошиблись. Останки Ирины Гоцеридзе были идентифицированы совсем недавно среди эксгумированных в Парке Славы неопознанных тел. Это уже второй случай в Абхазии, похожий, когда семья, используя визуальные методы, она опознала не члена своего семьи, ну а со своей стороны Международный комитет Красного Креста, он использует самые, можно сказать, современные методы и технологии, которые позволяют достаточно с большой уверенностью сказать то, что опознание оно идет на высоком уровне. Ирина пришла на Гумистинский фронт в феврале 1993 года. Во время мартовского наступления сан-инструктор 3-го батальона Ирина Гоцеридзе, форсировав Гумисту, принимала участие в боях, оказывала медицинскую помощь раненым, выносила их с поля боя. Никто не может сказать точно, сколько раненых спасла она тогда. Ирина вновь и вновь возвращалась туда, где ее помощи ждали. В ходе одного из сражений перенесла через реку раненого, снова вернулась на поле боя, и больше ее живой никто не видел. Это был очень высокий, очень глубокий человек. Она за эти 3 дня срослась с ними, как бы породнились. Она знала каждого из них по именам. Но она и понимала, что кто-то ждет своего сына, кто-то ждет своего мужа, кто-то ждет своего брата. Вот среди этих раненых мог кто-то оказаться из близких. Лично я буду помнить, пока я живой, я буду помнить ее всю жизнь. И вечная слава и память о ней останется на века в истории Абхазии. Ирина Гоцеридзе родилась в поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Незадолго до начала Отечественной войны переехала жить в Гагру. Девушка с обостренным чувством справедливости. Отважная, храбрая, всегда готовая прийти на помощь. Так говорят они, друзья-сослуживцы. Ирина была грузинкой по национальности, но когда враги оккупировали город, спасала абхазов, прятала их у себя дома, приносила им продукты, выводила через линию фронта в село Бзыпта. Прознав об этом, оккупанты арестовали девушку и подвергли чудовищным пыткам. Жестоко избивали ее, выбивали зубы, вырывали ногти. Но Ирина молчала, и они не смогли доказать ее вину. Спасибо вам за настоящего героя Абхазии. Спасибо всем матерям, кто воспитал таких бойцов и героев
около 150 человек еще не найдены. Вот Международный Красный Крест занимается этим. Спасибо им за такую работу. Пока не похоронен последний боец, война не закончена, так говорят. Поэтому особенно не заканчивается война для самых близких, для родителей, для бойцов, для друзей. Сегодня особенный день для Таисии Федоровны Гацеридзе, которая спустя столько лет снова приехала на церемонию перезахоронения дочери. Мать давно оплакала и похоронила ее, но, как оказалось, все это время здесь покоился другой боец, останки которого теперь также будут идентифицированы. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови встретился с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. На встрече были обсуждены вопросы очередного 45-го раунда дискуссий, которые пройдут в октябре. Репортаж Сарей Смыр. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови приветствовал сопредседателей и новых участников женевских дискуссий, представителя ООН Джихан Султаноглу и специального представителя ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольфа Мичелка. Даур Кови выразил надежду, что богатый профессиональный опыт сопредседателей женевских дискуссий приведет к новым положительным результатам. При этом глава внешнеполитического ведомства Абхазии обратил внимание на очередные действия со стороны грузинского руководства, которые негативно влияют на продолжение и реализацию женевских дискуссий. Как отметил Даур Кови, у абхазской стороны вызывает озабоченность то, как грузинская сторона на сегодняшний день пытается продвигать и реализовывать процесс, связанный с так называемым делом Атхазория Татунашвили. В этой связи глава МИД Абхазии обратился к сопредседателям с просьбой донести до сведения грузинской стороны о пагубности подобного рода фактов, связанных с провокационными действиями. К большому сожалению, мы видим, что Грузия ставит вперед некие свои политические амбиции, принося в жертву, можно сказать, возможность дальнейшего проведения переговорного процесса. Вы знаете, что из-за того, что грузинской стороной в список Атхазория Татунашвили были внесены конкретные имена, мы были вынуждены технически приостановить прошлый раунд МПРИ, который проходит в городе Гал. Перед началом своего выступления спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клар выразил соболезнования от лица всех сопредседателей в связи с гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия. Переходя к теме встречи, он отметил, что женевские дискуссии имеют большое значение и важны для Евросоюза, ООН, ОБСЕ. В наших общих интересах убедиться и сделать все возможное для того, чтобы женевские дискуссии и МПРИ функционировали наилучшим образом, и чтобы они приносили плоды. Нам предстоят очень важные обсуждения, и чтобы была возможность провести коллективное, скажем так, обсуждение и коллективно подумать над тем, как продвинуть процесс вперед в интересах всех участников. В свою очередь, представитель ООН на женевских дискуссиях Джихан Султаноглу заметила, что генеральный секретарь ООН призвал использовать конструктивный подход, чтобы получить наилучшие результаты женевских дискуссий. Наша позиция заключается в том, чтобы призвать участников использовать прагматичный подход, взаимодействовать открыто во всех вопросах, касающихся работы женевской дискуссии. Я здесь нахожусь вместе со своими коллегами, и в первую очередь я приехала и нахожусь здесь для того, чтобы выслушать вас, выслушать все предложения от всех участников. Очередной 45-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 19-20 октября. Сария Смыр, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Делегация Абхазии приняла участие в пленарном заседании «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Пленарное заседание прошло в рамках второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Думском зале города Санкт-Петербурга. В составе делегации министр юстиции Марина Пили, министр культуры Эльвира Арсалия, депутат парламента Натали Смыр и президент торгово-промышленной палаты Тамила Мирсхулава. Модератором пленарного заседания стала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина
Матвиенко. Заседание началось с выступления женского ансамбля скрипачей и певицы Хиблы Герзмава. Главным гостем на пленарном заседании стал президент Российской Федерации Владимир Путин. По инициативе политической партии АПСНА продолжились консультации политических партий АПСНА, Амцахара и Республиканской политической партии «Единая Абхазия» по реформированию политической системы в Абхазии. В частности, обсуждались вопросы утверждения кандидатуры премьер-министра Народным собранием, формирования парламента по смешанной системе выборов и другие. Участники встречи решили обратиться в парламент с предложениями по дальнейшему инициированию соответствующих законопроектов, а также конституционных изменений. Об этом сообщает АПСНА-пресс. В селе Яштхо Сухумского района вновь появилась вода. Ранее из-за вышедших из строя насосов сельчане были лишены питьевой воды. Сейчас проблема снята. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. В апреле текущего года в селе Яштхо вышли из строя насосы на Каманской водонасосной станции. Жители села Яштхо и частично жители села Баслат Сухумского района остались без воды. Администрация Сухумского района вместе с депутатами обратились за помощью к руководству страны для решения возникшей проблемы. Президент Рауль Хаджимба выделил из республиканского бюджета более 4 миллионов рублей на покупку 3 насосов для станции. Были выделены соответствующие средства из резервного фонда президента в сумме более 4 миллионов рублей. Были заказаны моторы в Российской Федерации, комплектующие к специальному оборудованию. И вот на протяжении всего лета шли монтажные работы здесь, на Каманской водонасосной станции. Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что жители села Яштуха получили снова возможность пользоваться водой. И вот в канун такого святого для каждого из нас праздника, Дня Победы и Независимости, люди имеют возможность пользоваться элементарными, условно говоря, бытовыми какими-то своими возможностями. 2 насоса уже смонтированы и установлены. 3-й будет установлен в ближайшее время. 2 насоса будут работать постоянно, чтобы заполнять резервуары, откуда и получают воду сельчане. И снова в домах сельчан появилась вода. Это наш резервуар. Вот сюда дополняется вода, отсюда вот потом на второй резервуар, который находится в Шроме, там вверху. Там уже центральный винтиль. Оттуда мы открываем и идет в село вниз, в Яштуха, в Бирцха, там еще в сторону Чамбы идет. Какие-то работы будете здесь еще проводить? Здесь работы у нас только вот старый, что был, насос, должны мы его снимать. Вот сейчас трактор, когда приедет, 3-й мотор тоже поставят уже. Когда это все закроем и хотим его снимать, то там это не нужен. И потом там у нас есть это все, лист был закрытый, мы его разобрали, чтобы тот снимать. И закроем это все, и все. До строительства водопровода жители села Яштхуа больше 30 лет жили без воды. В селе, расположенном в 2 километрах от Сухума, проживает более 2000 человек. Питьевую воду они покупали или возили из колодцев за несколько сот метров. В прошлом году по поручению главы государства на осуществление проекта по прокладке водопроводных труб в селе Яштхуа Сухумского района было заложено 22 миллиона рублей. Вся работа по прокладке труб и разводящих магистралей была проведена в срок и сдана в эксплуатацию. Благодаря тому, что проект восстановления водонасосной станции был включен в инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии, удалось полностью восстановить не только насосную станцию, но и все магистральные линии, в том числе разводящие. И сегодня жители Яштухи и частично села Баслата Сухумского района могут пользоваться водой. Достаточно определенное время заняло то, что эти насосы индивидуально заказывали специально для этой водонасосной станции. По заказу администрации Сухумского района они были изготовлены на одном из предприятий в Российской Федерации. Специально учитывался рельеф данной местности, градус наклона магистральных сетей, с тем, чтобы в последующем не было никаких форс-мажорных ситуаций. Мы рассчитываем, что уже проблемы, которые тут не так давно были, они ушли в прошлое, и сейчас нет никаких технических сложностей, что эта система будет работать без сбоев. Теперь жители села Яштхуа надеются на продолжение строительства дороги, большая часть которой уже заасфальтирована. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.
В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскира прошел юбилейный вечер по случаю 70-летия директора библиотеки, заслуженного работника культуры Республики Абхазия, почетного полиграфиста Бориса Чулария. На вечере присутствовали государственные и общественные деятели, поэты, писатели, друзья и коллеги юбиляра. Поздравительное письмо от имени президента Республики Абхазия зачитала журналист Екатерина Бейби. Борис Чулария является известным деятелем культуры Абхазии. Он заслуженно пользуется уважением. Хотим пожелать ему больших успехов в работе, отмечается в частности в поздравлении. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с коллегами из Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместную инспекцию акватории городов Гагра и Пицунда. Проверка на выявление серьезных нарушений была лишь мелкие замечания к судовладельцам. Об этом материал, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Курортный сезон 2018 близится к завершению, однако сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с коллегами из Погрануправления ФСБ России в Абхазии продолжают совместную инспекцию акватории республики, в частности городов Гагра и Пицунда. Как говорят в руководстве спасательного ведомства страны, это планомерная работа, а не эпизодические выезды. Данные мероприятия мы проводим не менее 2 раз в месяц совместно с российскими пограничниками, и сами мы тоже выходим частенько, и это и по морю, и по берегу. Сейчас мы провели по берегу, так как в основном по береговой части проводят прогулки, это и гидроциклы, и маленькие катера. Особая популярность у отдыхающих Гагры и Пицунды обусловила наличие здесь большого количества маломерных судов, используемых в туристическом бизнесе. Сотрудники ГИМС проверяют документацию, техническое состояние плавсредств, наличие спасательных жилетов. Немаловажным является и четкая читаемость бортовых номерных знаков. Буквы одинаковые. С правого и с левого борта. Если корпус светлый, то черного цвета. По словам начальника ГИМС МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа, проверка в акватории Гагры и Пицунды не выявила серьезных нарушений. Были лишь мелкие замечания к судовладельцам. Многие пляжи оборудованы техническими зонами, а места купания – оградительными буями. Были проведены проверки около 15 судов. Из них, в принципе, у всех были документы в порядке, у кого-то по техническому состоянию, у кого-то бортовые номера не соответствовали стандартам. Мы их не оштрафовали, просто дали им указания, чтобы они устранили эти замечания. Если брать нынешнее время, намного изменилось в лучшую сторону, и практически большинство судоводителей стараются не нарушать. И что касается документации, все строго, и они не нарушают, имеют всю документацию, как положено, и права, и тому подобное. А вот ситуация, к примеру, в акватории Сухума требует постоянного контроля. Владельцы лодок, катеров, скутеров, прогулочных теплоходов нередко выходят в море с просроченными правами, а иногда и вовсе без прав. Техническое состояние управляемых плавсредств зачастую не выдерживает никакой критики. Так что инспекционные проверки со стороны сотрудников ГИМС будут продолжены. В последние дни уходящего купального сезона происходят трагедии на море. В селе Приморское Гудаутского района утонул Гурам Адамия, 1958 года рождения. Как сообщает пресс-служба МЧС Абхазии, после получения информации от местных жителей о случившемся, на место происшествия выехали водолазы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Республики. Поиски утонувшего заняли буквально 5 минут. Его тело было найдено. Гурам Адами был жителем села Приморское. К новостям спорта. В субботу, 22 сентября, на Абзыбском ипподроме пройдут скачки на приз президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. В этом году празднование приурочено к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Организаторы мероприятия – Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация конного спорта Абхазии приглашают всех любителей конно-спортивных развлечений принять участие в народном празднике. И в конце выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.